Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что он хочет от вас услышать прямо здесь и прямо сейчас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, на своего мужчину, назовите его по имени, мысленно либо вслух задайте ему свой вопрос. Так и спросите: мой милый и дорогой, что ты хочешь от меня услышать? Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Надеюсь, так мужчину интересно показали. Мужчина вот как сам не свой, вот прям как дергается, нервничает, руки себе заламывает. То ли вы с ним поссорились, то ли он перед вами в чем-то виноват, провинился. Мечется. Что он хочет от вас? А вы как-то к нему слишком сильно поменялись. За очень короткое время вы очень к нему поменялись. Из любящей, принимающей, такой, знаете, вот прям душа нараспашку, превратились в женщину, которая требует любви, требует уважения, требует честности. Ну и женщина, которая стала заботиться в первую очередь о себе, о своем комфорте и душевном, и физическом, и моральном. То есть вы изменились. Вы изменились. То ли вы изменились из-за его каких-то действий и поступков, то ли вы изменились, потому что действительно начали ценить себя. Вот вы у себя одна, да, и вы королева. Вот. А мужчина, он, если хочет быть рядом с вами, то должен вам соответствовать. Да? Он, соответственно, должен быть королем. И не просто на словах, но и в поступках. Да? Он должен и защищать, и оберегать, и давать вам уверенность в том, что он все для вас делает, что он вас достоин. Да, вы очень поменялись к нему. Может быть, даже его блоканули. Да, может быть, сообщения нет. Может, не хотите его не видеть, не слышать. И вот он нервничает, он дергается, ему страшно, он не понимает, что происходит. Он, возможно, какие-то попытки делает с вами помириться, а вы как бы и не отвечаете, да, либо не принимаете. Хочет услышать, что вы его ждете. Хочет услышать, что вы ему будете рады. Хочет услышать, что вы его, например, простили. Да, вот это хочет, что вы его к себе подпустите, да, что вы его ждете, что вы его приглашаете. Именно эти слова он хочет услышать. Еще здесь он про какую-то женщину показывает и говорит, что она, нехорошие слова про нее говорит, нехорошими словами ее называет, но я так понимаю, что она его обманула, да, что вот она меня обманула, она там такая сякая, рассекая, а я ведь жертва, я ведь ничего не знал, я не догадывался, меня как это, ягненка на заклание, да, вот она меня подставила. Я не могу сказать, что это за женщина, может быть, это ваша соперница, может быть, это какая-то претендентка, да, на этого мужчину, а может быть, даже какая-то его родственница. В общем, он ее во всем винит и говорит: я тут вообще ни при чем, я не знал, я не думал, не гадал. Это все она, и она меня подставила. Вот об этом он говорит. Мне кажется, что у него рыльца в пушку, и что он перед вами действительно виноват. А вы его просто сбрили, да, послали куда подальше и заблокировали. Теперь ему очень хочется услышать, что вы его простили, что даете еще один шанс, и что будете рады его видеть. Вот поэтому ему сейчас так не сладко, прям подгорает у него, понимаете, вот жареным запахло. И что бы он ни делал, да, вот такое впечатление, что огонь все больше и больше разгорается, да, все больше и больше горит. Вот его попытки вас вернуть, либо перед вами оправдаться, как-то против него играют. Это идет.
Так, по поводу вас. Но знаете, мне кажется, что у мужчины такой именно характер. Когда у него вот готовенькое в руках, он это не ценит, он этим пренебрегает и ведет себя вот как какой-то сноб, что ли, да? Ну, типа, это уже мое, зачем мне напрягаться? Эта женщина уже моя, да, зачем мне напрягаться? Да, я не исключаю, что когда вы только лишь начинали отношения, этот мужчина мог красиво за вами ухаживать. И мужчина мог действительно быть, ну, таким вот рыцарем, без страха и укора. И для вас он был прям хорошей парой. Но как только у вас уже как-то все устаканилось, выровнялось, вы определились, что вы вместе, тут мужчина начал косячить. Да? Он стал себе позволять недопустимое, стал пренебрегать вами, стал игнорировать ваши просьбы, потребности и вести себя как действительно какой-то мужлан. Вы, наверное, терпели, а потом что-то вот здесь произошло с этой женщиной связанное, и вы такая: все, стоп, с меня хватит. Я больше в эти игры не играю, да? Я больше этого не хочу. Я не позволю себя ни обижать, ни унижать, и вот иди, откуда пришел. И тут, конечно, да, ему тут начало пекти, припекать. Еще, девочки, у кого-то отыграется ситуация, что мужчина как будто бы, возможно, специально хотел повысить свой статус в ваших глазах, да, свою значимость в ваших глазах. Может быть, он специально даже хотел вас спровоцировать на ревность. Ну, типа, смотри, какое у тебя золото, да, какой я хороший, меня все хотят. И даже вот эта женщина, вот, типа, цени меня, люби меня, да, делай для меня что-то, покажи, что ты меня достойна. И все это обернулось против него. То есть его эта игра, его эта интрига обернулась против него. Либо его интрига стала для него большой драмой. Да? Ну, потому что вы в такие игры не играете, вы такая: ну и пошел вон, да. Если ты такое золотко, пошел вон, иди. Тебя обязательно кто-нибудь подберет, да? Обогреет, обмоет, тебе заберет. А мне такого не надо. Мне нужен настоящий мужчина. Вот. И еще, мои хорошие, у кого-то могла быть ситуация именно семейных отношений, когда вы не просто вот встречались, да, были вместе, а вы именно вместе проживали, допустим, ну, гражданский брак, либо официальный брак. И женщина, вот мне идет, что ваш статус растет. То есть вы, скорее всего, то ли больше зарабатывать начали, то ли карьерно начали расти. И тут мужчина не выдержал и решил как бы вас винить, я так понимаю, в том, что вы ему внимания не уделяете, что вы такая вот карьеристка отчаянная, вот вам не нужен типа брак, вам не нужен муж, вы вся с головы в работе, а носочки ему там не настирали, не нагладили, борщей там не наварили, деликатесов не наготовили. И он такой: ну типа, я пойду туда, где меня примут, туда, где меня будут любить, туда, где женщина будет для меня стараться, да. И вы такая: пошел вон, да, пошел вон, хватит с меня. Но его игра обернулась против него. Вот здесь показано, что он плохого не хотел, он хотел себе вот улучшить ситуацию, вот именно для себя. Что он хотел, чтобы вы там, не знаю, босая через снег бежали за ним, умоляли его вернуться. Чтобы вы его на руках носили, да, скорее всего, радовались тому, что он с вами. А вы такая: нет, ты мне не нужен, мне такой не нужен. И вот все против него пошло. Не могу понять, что за женщина. Может, вы мне в комментариях напишите, но он ее винит. Очень винит. Может быть, она ему посоветовала, да? Может быть, это даже и не соперница, может быть, это мама, которая ему там жужжала на ухо, что ты у меня такой хороший, ты у меня такой идеальный, а она плохая, она тебя не ценит, она тебя не любит, вот проучи ее. И вот он, видите, как проучил себе на голову, а теперь не знает, что ему делать. Да, хочет услышать, что вы его любите, что вы простили, что дадите шанс, что примете его. Вот это хочет услышать. Хочет разрушить вот этот забор, либо стену, которая между вами образовалась. Но я так понимаю, что это именно вы отгородились от него. Отгородились и наблюдаете, как он там, что он. Смотрите, как эти два товарища там с друг другом уживаются. Угу.
Ну, я вам, девочки, так скажу. Вы без него точно не пропадете. А вот он без вас – это большой-большой вопрос. Потеряв вас, либо почувствовав, что вас теряет, вот он прям действительно начал плакать. Если раньше он постоянно вот такой холеный был, улыбался, ходил, теперь он начинает плакать, потому что вас нет. И потому что оказалось, что вас так легко потерять, но так невероятно сложно вас вернуть. Ну, потому что вы не слушаете, вы закрылись и все. Типа, не хочу. Не знать тебя не хочу, не видеть тебя не хочу. Да, мечтает, что вы его позовете. Ну, либо мечтает о том, что вы хотя бы просто позволите ему к вам приблизиться. Что хотел бы услышать? Да то, что вы его любите, что не обижаетесь, что вы ему простили. Вот это хотел бы услышать. Но опять же про шанс. Вот все время мне идет про шанс. Как вот я даю тебе еще один шанс. Может быть, у вас так и был построен разговор, и это у него прям там в голове отпечаталось и все время крутится. Конечно, странного вы себе мужчину выбрали. Мужчина, который только в критических ситуациях начинает здраво мыслить. Когда в жизни все хорошо, он такой, ну хорошо, я даже не буду там напрягаться, заморачиваться. Когда ситуация крайне критическая становится, болезненная, надрывная, да, он такой, о боже, все пропало, надо суетиться, надо что-то делать, да. Ну, такой вот он, видно, человек. Хотя можно его и переучить, если есть желание, конечно. Вот. Еще здесь показано, что он с какими-то людьми про вас говорит. Это могут быть люди с его стороны, это могут быть люди с вашей стороны, это могут быть общие люди между вами. Вот как будто бы поддержка этих людей хочет заручиться, чтобы они до вас какую-то мысль донесли, либо какую-то его просьбу донесли. Вот, к вам еще какие-то переговорщики скоро придут, за него словечко замолвить, либо вам попинать, что ай-яй-яй, зачем же ты мужчинку-то обидела, он же бедненький страдает, да? То, что вы страдали, то как бы им все равно было, а мужчина страдает, все, катастрофа, это же ужас какой-то, да, он же такой несчастный. Да, ждите переговорщиков, он будет отправлять к вам этих людей. Ну и сам он тоже будет пытаться, у него в голове куча дорог, я бы даже сказала 1000 дорог, и все эти дороги ведут к вам. Ну, конечно, разными путями. Где-то прямой путь, где-то окольный. Но, тем не менее, вот хочется к вам. Хочется прийти, увидеть, просто увидеть, может быть, даже издалека, если вы не подпускаете. Ну, а так мечтает о том, что вы его принимаете, о том, что вы его любите, что вы ему это говорите и что вы его прощаете. Ну, видите, вот такой мужчина. А помыслы, кстати, у него чистые. Я не могу сказать, что он хочет вас обмануть, что он хочет вас вернуть, чтобы дальше продолжать свою эту рутину. Я этого не вижу. Я вижу, что для него эта ситуация, она стрессовая, она такая, знаете, вот как встряска хорошая, что мозги на место встали. И, ну, судя по этим знакам, да, после пережитого он еще долго будет приходить в себя и прям будет молиться на вас, будет хранить любой ценой тот мир, который между вами образуется. Но рекомендации я вам давать не буду. Вы все девушки умные. Вы знаете, как поступить. Ваше сердце, ваша интуиция, я думаю, даст вам очень хороший совет. Ну, а так я вам ответила на вопрос. Он хочет, чтобы вы его простили. Он хочет, чтобы вы его любили. Вот, хочет забыть это прошлое и сделать шаг в ваше совместное новое будущее. Ну, конечно, если вы этого хотите, если вы это позволите. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.